температурой и кашлем часами в очередях к врачу. Мы же через госуслуги записываемся. Да, бывает, неделю ждем, иногда 2 недели. В Казани заболеваемость гриппом и ОРВИ на 11% выше эпидпорога. Мне тогда сказали, в больнице народу сколько, не ходи. Ажиотаж в казанских поликлиниках и когда ждать спада заболеваемости, узнала Сирина Васильева. Жители 3 деревень Зеленодольского района должны за вывоз мусора десятки тысяч рублей. Больше 12 тысяч накопилось, я уже оплатила. По словам сельчан, мусор никогда не вывозили. Тех, кто не платит, пугают судами и отключением света. А за мусор мы зачем должны платить, если мы во враг таскаем пакет? Почему УФАС признала начисления незаконными, но платежки продолжают приходить, выяснял Рамиль Шайдулин. Грозный автомобилист и надежды Рустама Миниханова. Стартуем урожайно, что Всевышний дал нам это силу. Раис республики напутствовал хоккеистов Акбарса перед плей-офф. Как и каждый год, очень приятная встреча с Раисом и напутственные слова. Поэтому, конечно, приятная энергия. Как Акбарс готовится к походу за 4-м Кубком Гагарина, расскажет Дмитрий Аренин. Здравствуйте. Сегодня 24 марта, понедельник. Это новости Татарстана, в студии Алия Хайрудинова. Понедельник в поликлиниках Казани начался с очередей. Ажиотаж преимущественно на фильтрах. С высокой температурой, кашлем и насморком в одной клинике врача ждут 3 десятка человек. Стоят не только несколько часов. Ситуация с гриппом и ОРВИ остается напряженной, сообщили сегодня в мэрии. Эпидпорог среди здорового взрослого населения превышен на 30%, в среднем более 11%. Рост наблюдается уже 9-ю неделю. При этом доля гриппа с каждым днем все выше. О побочных эффектах теплой зимы и ранней весны расскажет Сирина Васильева. 8 часов утра в 18-й поликлинике на Карбышева не протолкнуться. Кто-то стоит в очереди в регистратуру, кто-то к терминалу для получения талона. Ажиотаж в зоне фильтра. К врачу-инфекционисту сидят около 15 человек. Долго, вот еле-еле двигается. Сегодня понедельник и утром всегда народу полно. Симптомы обычные уж. Насморк, слезы, все, и чихание, все это было. Фанзиля Каюмова заболела в начале марта. Вирус подхватила от внука. Записалась к врачу онлайн на госуслугах. Но ближайшие даты были только через неделю. Ждала неделю, почти уже, когда выздоровела. Около 10 дней болела, но я без температуры. Приходим пораньше, как там, если доктора не сами не болеют, вовремя приходят участковые, вроде бы более-менее. Например, сколько ждать приходится в среднем? Час. Я старый закал уж заранее-то стараюсь прийти. Ажиотаж и в 20-й поликлинике на Сахарова. С раннего утра фильтр полон больными с кашлем, температурой и насморком. При этом не все в масках. Количество прибывающих растет быстрее, чем осмотренных врачами пациентов. На работе много знакомых сотрудников болеет. На работе и вот в окружении моей дочери. Весной уж расслабляется организм, наверное, поэтому. Есть среди знакомых заболевшие, но это сезонный грипп. Наша семья не болела, слава богу. Как-то среди близких знакомых такого нет. Но среди коллег, да, есть заболевшие, но как-то быстро восстанавливаются, буквально неделя. Мы решили позвонить в приемную 20-й поликлиники и записаться к терапевту. Время ожидания составило 3 минуты. Здесь нам сообщили, больных гриппом и ОРВИ принимают только по живой очереди. Там первичная очередь, она быстрее идет, чем повторная. Поэтому подходите до 8 вечера, когда вам удобно. Высокая температура станет выше 38,5, можете врача надо вызвать. В течение какого времени он приедет, если вызвать так? До 8 вечера приезжает. В России заболеваемость гриппом и ОРВИ держится на высоком уровне уже 9 недель. Младенцы, дети, взрослые и пожилые. Болезнь охватила все возрастные категории. В Казани эпидпорог превышен на 11%, среди взрослого населения на 30%. За неделю заболели почти 10 тысяч человек. Еженедельно их количество растет на 3%. Доля гриппа высокая, хотя его сезон давно прошел. Продолжает увеличиваться доля гриппа в общем количестве зарегистрированных случаев респираторных инфекций.
Так, за 11-ю неделю зарегистрировано 708 случаев гриппа, за 10-ю – 631. В связи с увеличением нагрузки проведено усиление приемно-диагностического отделения Республиканской клинической инфекционной больницы силами медицинских организаций города. Нехарактерная для нас теплая зима, ранняя весна. Увеличила сезон гриппа. Нам остается только внимательно быть ответственным друг к другу и к нашим детям в том числе, и следовать рекомендациям наших специалистов. На прошлой неделе на карантин закрыли 14 классов школ Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. На этой неделе начались весенние каникулы. Врачи надеются, это поможет остановить вирусы. Ирина Васильева, Альбина Минаева, ТНВ, Казань. Этот год может войти в пятерку самых теплых за всю историю наблюдений. Такой прогноз дают в Гидрометцентре России. Синоптики утверждают, связано это с увеличением концентрации парниковых газов, из-за чего последние годы становится все теплее. Остается высокая температура океана, что тоже влияет на состояние атмосферы. В Татарстане в ближайшие 3 дня температура днем прогреется до плюс 11 градусов. Ночью также сохранятся плюсовые значения. Март побил уже 4 температурных рекорда. Жители Алькеевского района дивятся не только жаркой погоде, но и несвойственному для нашей полосы оптическому явлению. Татарстанцы любовались здесь северным сиянием. Жители сразу 3 сел Зеленодольского района уже несколько лет получают счета за вывоз мусора, который по факту никто не вывозит. В Большом Кульбаше, Синтяке и Черючах нет ни контейнеров, ни мешочного сбора. С начала реформы мусоровоз ни разу не заезжал, а счета исправно приходят. У многих долги по несколько десятков тысяч рублей. Сумма для села огромная. В ситуации разбирался Рамиль Шайдулин. Вот здесь собираю. Пенсионерка Рахиля Насреддинова мусор сжигает в печи, что не горит, копит и отправляет на машине с детьми. Все потому, что выбрасывать отходы некуда. В селе Большой Кульбаш нет контейнеров. Дети приедут и отведет в Кургузи. Из сложившейся ситуации местные жители выходят как могут. Кто-то жгет мусор во дворе, кто-то копит его вот так возле дома, а затем, скопив, везет в соседнее село. Но такое село нужно еще найти. Ведь подобная ситуация минимум в 3 окрестных деревнях. И там нет ни мешочного сбора, ни контейнеров. Платить, говорят сельчане, приходится буквально ни за что. Долги за мусорную услугу почти у всех жителей Большого Кульбаша, Синтяка и Черючей уже выросли до 30 тысяч рублей. 19 тысяч собралось платить. Сейчас не вывозят ни туда, ни сюда. Ни мешка нет, и контейнера нет. А нам заставляет. Больше 12 тысяч накопилось, я уже оплатила. Все равно сказали, что оплатить. 10 дней дали срок, чтобы оплатить. И если не будем оплачивать, то подадут в суд. Есть пожилые люди, есть, ну ладно, не у всех же машины есть. Люди просят организовать сбор отходов и готовы платить, однако их не слышат. Идите, говорит, обращайтесь в соцзащиту. Причем тут соцзащита? И причем тут мусор? Вот. Если контейнера или мешочные, если они сделают, мы это не отказываемся платить. На каком основании они отправляют квитанцию? Из-за того, что у них ящиков нигде нет, а квитанции они отправляют. Я понимаю, мы за газ, за свет платим, потому что мы газ жгем и свет включаем, правильно? А за мусор мы зачем должны платить, если мы во враг таскаем пакет? За вывоз мусора в этой зоне отвечает регоператор УК ПЖКХ. Не ссылаются на нормы закона. Плата за вывоз мусора прописана в жилищном кодексе, независимо от того, есть ли контейнер или нет. К тому же их установка – обязанность местных властей. Важно понимать, что мусор в любом случае генерится жителями, оставляется на контейнерной площадке и, соответственно, вывозится региональным оператором. Мы очень надеемся, что в ближайшее время администрацией района будут предприняты меры по строительству контейнерной площадки или созданы условия для помешочного сбора в любое время года. Районная администрация признает недоработку и уверяет, вопрос будет решен уже в этом году. Упущения есть. Посмотрим в этом году. Где-то в рамках программы самообложения граждан отработаем эти вопросы. Там, где нужно подключение района, оно обязательно будет исполнено. Обеспечим жителей
необходимым. В поле зрения татарстанского УФА сейчас 56 населенных пунктов без контейнеров. Не только в Зеленодольском, но и в других районах. Здесь такие начисления сочли незаконными, и в июне прошлого года управление выдало соответствующее предписание регоператору. Позиция УФАС поддержана в арбитражных судах Татарстана и Самары. Возить мусор в соседние населенные пункты и выполнять ту часть работы, которую должен был сделать регоператор, мы посчитали это неправильно, это незаконно, и, соответственно, вынесли соответствующие решения. По состоянию на сегодня там 2 решения из 3, которые мы вынесли, уже устояли в апелляционном суде. И до середины апреля УК по ЖКХ должен исправить эти нарушения, которые он допустил. Антимонопольщики настаивают, прошлые начисления незаконны. Регоператор уверен в обратном, услуга оказана. Ведь фактически мусор вывозился, пусть и из другого населенного пункта. Но что на деле? Отчаявшись, сельчане сбрасывают мусор во овраг, где образовалась стихийная свалка. Пока власти, службы и коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга, люди продолжают копить долги и загрязнять окружающую среду. Рамиль Шайдулин, Сигарипов, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Снег в столице уже практически сошел, поэтому в мэрии приняли решение общегородской субботник провести раньше, 19 апреля. Городские службы уже приступили к санитарной очистке и благоустройству территорий, очищают улицы от пыли, моют дороги, подземные переходы, собирают мусор. Ильсур Медшин призвал руководителей промышленных предприятий, учебных заведений, больниц уделить особое внимание уборке. В прошлом году за время экологического двухмесячника на полигоны вывезли почти 300 тысяч кубометров отходов. В Казани продолжается процесс по делу бывшего главы Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Сегодня советский суд допросил представителей потерпевших. Это сотрудники администрации и МУП ДРЭУ Кировского района, куда, по версии следствия и прокуратуры, с подачи подсудимого фиктивно трудоустроили 4 человек. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Это фиктивное трудоустройство и незаконная перепланировка помещений. Начальник юротдела предприятия ДРЭУ Наиля Гелазова сообщила, ущерб по 2 эпизодам выше 1,5 миллиона рублей. Уже поступили средства на его возмещение. Вину подсудимый полностью отрицает. Сегодня Рустам Минниханов напутствовал на победу в Кубке Гагарина коллектив хоккейного клуба «Акбарс». По традиции, встреча с Раисом Республики прошла в преддверии старта плей-офф. Уже на этой неделе флагман татарстанского хоккея начинает серию с екатеринбургским автомобилистом. Рустам Минниханов пожелал татарстанским спортсменам удачи и обойтись без травм, отметив, что за команду будут болеть и поддерживать лично он и вся республика. Главное, как подчеркнул Рустам Минниханов, надо бороться до конца. Президент клуба Наиль Маганов напомнил хоккеистам на их груди герб нашей республики. Отметим, барсы – 3-кратные обладатели Кубка Гагарина. В последний раз выиграли его в 2018 году. В прошлом сезоне путь к трофею остановил именно автомобилист. Как наш коллектив намерен взять реванш на открытой тренировке, узнал Дмитрий Аринин. Добрый день. Рустам Минниханов свой среди хоккеистов, а Раис Республики сам играет в хоккей и следит за игрой барсов. На встрече с командой перед плей-офф он отметил, сезон был непростым. Задачу выхода в решающий раунд команда выполнила. Теперь нужно взять Кубок Гагарина. Все начинается с нуля. Каждый хочет себя проявить, и это нормально. Поэтому соперник у нас достойный. Вы должны понимать, что вся республика, мы все всегда с вами в победах ваших неудачах. В этом сезоне Акбарс первый раунд плей-офф начнет с автомобилистом. Так было и в прошлом году. Тогда серию со счетом 4-1 выиграли уральцы. Чтобы барсы взяли реванш, Рустам Минниханов дал несколько напутствий. Пожелание какое? Чтобы не было травм. Стартуем Уразаинда, чтобы Всевышний дал нам это силу и удачи. Мы должны бороться до конца. Проигрываем, выигрываем. Вот самое главное, игра должна быть до последней секунды. Поэтому команда у нас серьезная.
может сыграть с любой командой, здесь сомнений нет. Спортсмены поблагодарили Рустама Минниханова за регулярную поддержку, отметив, у команды есть характер и мастерство, и они их покажут. Конечно, мы чувствуем эту поддержку, за что благодарны, созданы все условия, поэтому и сегодня встреча прошла с хорошим напутствием и с поддержкой, поэтому, конечно, это важно для нас. Как и каждый год, очень приятная встреча с Раисом и напутственные слова, поэтому, конечно, приятная энергия. В этом сезоне стиль автомобилиста уже прозвали хамелеоном. Уральский коллектив часто меняет тактику, может и агрессивно атаковать, и уходить в закрытый вязкий хоккей. Как противостоять такому сопернику, напутствие дал и экс-наставник барсов Зинатулла Белелединов. Дух у вас есть, у вас есть удача, сохраняйте ее, боритесь. Все в наших руках, ребят, все в наших руках. Поэтому хорошей игры, хорошего плей-оффа. Сегодня на тренировке хоккеисты отрабатывали много деталей. Это и ускорение, и броски по воротам. За всю историю Акбар сыграл с автомобилистом более 60 раз. И по числу побед и заброшенных шайб преимущество у барсов. Тут важно подойти как в физическом, так и в эмоциональном плане готовим. Поэтому здесь отработали те моменты, которые нарабатывали в сезоне. Здесь просто идет повторение. Надо будет взламывать их оборону, проходить и атаковать больше, забивать больше. Так как в регулярном чемпионате автомобилист занял место выше Акбарса, у уральцев будет преимущество своей площадки. Серия стартует 26 марта в Екатеринбурге. Барсы первый домашний матч сыграют в это воскресенье. Так совпало, это будет Ураза Байрам. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. КНИТУ КХТИ посетил сегодня Рустам Минниханов. Он осмотрел ряд научных лабораторий и кафедр вуза, оценил оборудование, а также качество ремонта. Райс Республики принял участие в совещании по вопросам развития вуза и взаимодействия с профильными предприятиями. В холле развернули выставку, посвященную студентам и преподавателям, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Поисковики отряда «Химик» представили экспонаты, найденные во время экспедиции в Ленинградской, Псковской и других областях. Здравствуйте, я командир поискового отряда «Химик». Здесь в 2 ящиках представлены наши экспонаты со времен Великой Отечественной войны. Здесь личные вещи бойцов, по большей части. Вот в этом ящике. Плюс наши фотографии показаны, что мы как делаем. Это в какой области? В различных областях работаем. То есть Ленинградская область, недавно ездили в Псковскую область. Бои были. Да, боевые. Расширение сотрудничества Татарстана и Пензенской области Фарид Мухамедшин обсудил с губернатором региона Олегом Мельниченко. Встреча прошла в Госсовете Республики. Гость выразил признательность руководству республики, а также КФУ за активное сотрудничество в передаче исторических документов о Пензенской области. Олег Мельниченко передал Фариду Мухамедшину серию книг об истории региона. Завтра губернатор примет участие в заседании Совета при полпреде президента в Приволжском округе. Встреча с участием глав регионов ПФО пройдет в Казанской ратуше. Темой станет миграционная политика. Я хотел поблагодарить, потому что мы теперь обрели целый ряд важнейших исторических документов по истории города Пенза, которые здесь хранились в Казани, за что мы благодарны. Сейчас доклад свой читал, все раз переправлял его. Трудные же годы были, Трудные. Скрытую форму туберкулеза в прошлом году в Татарстане нашли у 3000 детей. Почти 800 человек заболели открытой формой, 43 пациента умерли. Об этом рассказали врачи, эксперты во Всемирный день борьбы с туберкулезом. В зоне риска люди со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями, вредными привычками и зависимостями, такими как алкоголь и наркотики. Основные симптомы – кашель, чрезмерное потоотделение, лихорадка и резкая потеря веса. По сравнению с 2023-м показатели смертности сократились на 8%. С 2000 года в 4 раза. Сейчас темп снижения составляет 10% в год, отметили в Роспотребнадзоре. Единственный способ выявления, раннего выявления туберкулеза у человека – это флюорографическое обследование, это взрослое население, и иммунодиагностика или туберкулинодиагностика – это у детей. В рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом управлением совместно с противотуберкулезной службой установлены передвижные флюорографические аппараты в торговых центрах «Мега» и «Тандем».
И в городе Казани 25 марта, то есть завтра, с 9 часов до 14:00 торговый центр «Тандем» будет установлен передвижной мобильный комплекс. И 26 марта с 10 до 15:00 в торговом центре «Мега Казань». В это воскресенье мусульмане отметят Ураза Байрам. Завершится 29-дневный пост Гаид намазом. Духовное управление мусульман определило, праздничные мероприятия в мечетях Казани начнутся в 6:30. Чтение маятов Корана. Общественный транспорт в этот день будет ходить с 5 утра. Главный Гаид намаз республики состоится в старейшей каменной мечети Казани Марджани. Здесь ждут раиса республики Рустама Миниханова. Трансляцию смотрите на канале ТНВ и ТНВ Планета. 30 марта, в день празднования Ураза Байрам, в Казани состоится Рамазан-фест. На площади у старого здания театра Камала развернется театрализованное шоу. Артисты расскажут о традициях ислама. Здесь же разыграют поездку в Малый Хадж, для гостей более 100 мастер-классов. В этом году праздник посвятят 80-летию Победы и Году Защитника Отечества. Будут работать выставки военных и ретро-машин. На сцене впервые прозвучит легендарная песня «Катюша» на арабском языке. Для детей отдельная зона, где раздадут 3000 леденцов. И ждут аниматоры и герои Шаян ТВ. В этом году для гостей будет работать фудкорт и халяль-ярмарка. В столице почтили память классика татарской поэзии Хади Такташа. Возложить цветы к его памятнику собрались горожане, общественные деятели, представители творческого сообщества. В следующем году республика отметит 125-летие со дня рождения великого татарского поэта. Памятные мероприятия, приуроченные к юбилею, уже начались. После возложения цветов казанцы отправились в здание нового театра Камала. Символично, что располагается оно на улице имени Хади Такташа. В театре прошел музыкально-поэтический вечер. Стихи татарского классика прозвучали в исполнении современных поэтов и певцов. Звучали татарские мотивы, песни на слова Хади Такташа. И, конечно, я прониклась его творчеством, и у меня даже появилось желание еще раз перечитать его произведение. С творчеством Хади Такташа должен быть знаком, я считаю, каждый уважающий себя татарин, потому что это азы. День открытых дверей прошел в Поволжском университете спорта и туризма. Познакомиться с вузом приехали сотни абитуриентов из разных регионов страны. Как готовят будущих олимпийских чемпионов и тренеров российской сборной, в нашем материале. Это вот наша студентка, жительница Набережных Челнов. Поволжский университет спорта и туризма распахнул двери для абитуриентов и их родителей. Сначала экскурсия, показали учебные корпуса, тренажерные, киберспортивные залы, коворкинги и аудитории. Это университет, где можно попробовать абсолютно во всем. Танцы, пение, волонтерство, спорт, рукоделие. Актерская. Тут есть абсолютно все. В этом году в университете стало больше бюджетных мест. Здесь готовят спортсменов и тренеров по 25 спортивным дисциплинам. Большой интерес к новому профилю подготовки, связанному с кибербезопасностью. Я планирую поступать в данный университет, потому что здесь появились бюджетные места на информационную безопасность. Тут современно и затягивает именно то, что здесь молодых специалистов очень много. Чтобы стать студентом, нужно сдать ЕГЭ по русскому языку, биологии или обществознанию. Все зависит от выбранного направления. У нас увеличилось количество бюджетных мест на направлении физическая реабилитация, но очень востребовано, оно близко к медицине, и каждый год большой конкурс, большой спрос. В этом году у нас 50 бюджетных мест. Появились у нас бюджетные места на направлении информационной системы и технологии. У нас развивается колледж, ну и традиционно наши 25 видов спорта, очень популярное направление фитнес. Сейчас здесь учатся более 4000 студентов из 83 регионов России и 17 стран. Среди выпускников мастера спорта, победители Олимпийских игр и чемпионатов мира. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Здесь вы найдете еще больше информации и сможете посмотреть наши репортажи. Следите за нами и в других соцсетях. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимуллиным. До встречи в 21:30. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома.
Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Ермак, Волгоградская, 8. Лента поздравляет с праздником Ураза-Байрам. С 22 марта по 2 апреля скидки до 57%. Колбаса полукопченая Самирель 350 граммов 99 рублей. Лента. Это будет незабываемая встреча. И она ждет только тебя. Удивительная история в Казанском цирке с 22 февраля. Татарстан, встречай! Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца с новой программой «В семье единой» выступит в городах 4 апреля Набережные Челны, 5 апреля Альметьевск, 9 апреля Аксубаево, 10 апреля Нурлат, 11 апреля Черемшан, 17 апреля Тетюши. Билеты на сайте Госансамбля Чувашии, категория 6+. В аптеках Фармленд опять подарки. Хорошо. Мартовские промокоды в аптеках Фармленд. Покупай в Фармленде и получай в подарок 5% от суммы покупки в приложении Фармленд. Хорошая, говорю, аптека Фармленд. В нашей сети клиника Джибадем мы встречаем пациентов со всего мира на их родном языке и предлагаем новейшие технологии, медицинский опыт и гостеприимство на уровне 5 звезд. От Джибадем Аташехир в Турции к вашим услугам для достижения превосходных медицинских результатов в онкологии, хирургии головного мозга, кардиохирургии, экстракорпоральном оплодотворении и педиатрии. Наш взгляд устремлен в будущее. Живи в моем ритме. От Акбарсдом. Метро, игровой парк, закрытые дворы, подземные парковки. От 20 тысяч в месяц. Теперь присоединиться к электрическим сетям проще, чем кажется. Зайдите на сайт сетевой компании, авторизуйтесь, подайте заявку на техприсоединение и следите за ее исполнением с мобильного устройства. Сетевая компания. С заботой о каждом, с энергией для всех. Хотите оставить детям наследие, а не долги? Инвестиции с финансовым домом «Амаль» помогут. Звоните по номеру на экране. Забирай сейчас куртки со скидкой до 50%. Ермак, Волгоградская, 8. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимуллин. В предстоящие сутки Татарстан будет находиться под влиянием антициклона. Сейчас подробнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Арске, Богатых Сабах и Зеленодольске будет переменная облачность, без осадков. Температуры днем 6-9, ночью 0,2 тепла. В Буинске, Дрожжаном и Апастово малооблачно, осадков не ожидается. Температуры днем плюс 7-10, ночью 0 плюс 2 градуса. В Чистополе, Мамадыше и Черемшане переменная облачность, без осадков. Температуры днем 6-8, ночью 0 плюс 2. В Набережных Челнах, Нижнекамске, Агрызе малооблачно, осадков не прогнозируют. Температуры днем 6-8, ночью 0,1 градус тепла. В Альметьевске, Бугульме и Лениногорске переменная облачность, без осадков. Температуры днем плюс 6-8, ночью 0 плюс 1. В туристических городах республики тоже много солнца. В Свияжске днем плюс 9, ночью плюс 2 градуса. Переменная облачность и без осадков. В Болграх малооблачно, осадков не обещают. Температура днем плюс 8, ночью 0. В Елабуге переменная облачность, без осадков. Днем 7 градусов тепла, ночью 0. У жителей нашего города есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. Весь март в аптеках Экона, Фармаимпекс и Бережная аптека весенние скидки. Покупайте выгодно в аптеках Экона, Фармаимпекс и Бережная аптека. Весь март в аптеках Экона, Фарма, Импакс и Бережных аптеках. Весенние скидки. Комплевит 60 таблеток, скидка 90 рублей. Мизим Форте 80 таблеток, скидка 20%. Еще больше весенних скидок в наших аптеках. Адреса аптек на сайте b-аптека.ру. Вековые традиции травничества в современной Казани. Редкие травы, сборы, сиропы, БАДы и многое другое для здоровья и бодрости. Фитоцентр «Травы жизни». Фитоцентр «Травы жизни» – это большой ассортимент целебных трав от одних из лучших российских производителей. Представлена продукция Гордеева, Башкирии, Краснодарского края, Алтая и Байкала. Мы помним и ценим знания великих мастеров травничества. В Казани тоже переменная облачность и без осадков. Температура днем плюс 8, ночью плюс 2.
Атмосферное давление выше нормы. Оно составит 765 мм ртутного столба. Ветер южный более 5,5 метров в секунду. Влажность 39%. Магнитное поле Земли неустойчивое. Это все о погоде. Удачного начала рабочей недели. Пусть все запланированное получится. Всего доброго!